Я училась то в больнице, то самостоятельно. То есть цель была у меня, желание было учиться. В первый класс она пошла здоровой, вспоминает руководитель благотворительного фонда МЯЛ Лейла Дзейтова. Историю своей жизни сегодня она рассказывает студентам и волонтерам колледжа сервиса и быта. Проблемы со здоровьем у нее начались во 2 классе. Опухали руки и ноги. Позже врачи поставили диагноз – ревматоидный полиартрит. Имеете много всяких мыслей, мечты у вас, вы думаете о будущем, и тут вам бац, и ставят печать, штамп инвалид. Но мы этого не хотели, конечно. В свое время это для нас было как, знаете, инвалиды находились завуалированные, семьи особо не любили афишировать. Лейла Дзейтова была вынуждена оставаться дома, но время зря не теряла, занималась саморазвитием, читала книги, рисовала. Уже в зрелом возрасте она задумалась о создании некоммерческой организации для помощи инвалидам, оказывала посильную помощь тем, кто в ней нуждался, но хотелось выйти на более масштабный уровень. Так, в 2009 году был создан благотворительный фонд МЯЛ. Это первая благотворительная организация у нас в республике, которая начала поднимать проблемы инвалидов и работать в этом направлении. У нас сотни благотворительных акций, мероприятий на республиканском уровне. И на выездах мы проводили много мероприятий, нас много. Хава Калоева сегодня выступает в качестве 2-го спикера. Говорит, росла с бабушкой, а та не понимала, что внучке хочется учиться. Преподаватели же видели в ней потенциал, поэтому всячески оказывали помощь в учебном процессе. Хава была одной из лучших учениц, но когда она училась в 6 классе, произошло несчастье. В гостях у тети она упала в подвал. Последствия этого появились много позже. Когда я уже начала взрослеть, что-то, наверное, росло, что-то не росло, что-то где-то прожималось, и какой-то нерв был прищемлен. Вот я начала качаться, видимо, я потревожила, и меня полностью парализовало. Половина тела парализовала. Никакой боли, ничего. Вот. Это может случиться с каждым. Не столько шла, сколько падала, вспоминает Хава. Первую работу получила с большим трудом. Говорит, села и сказала, что не уйдет, пока не возьмут. Это сработало. Сейчас же ее стаж составляет 50 лет. Она помнит и первую зарплату в размере 56 рублей 12 копеек. И первое замечание от коллеги Варвары. Она спустилась, завела меня, посадила за стол, показала все карточки. Короче, я эту работу уже поняла. И, знаете, стала лучшим председателем в Сунжском районе и по республике. Получала грамоты от обкома комсомола, от райкома комсомола за хорошую работу общественную. В зале тишина. Истории жизни гостей увлекли. Больше всего Раяне Гагиевой запомнилась история Хавы Калоевой, когда та попала в больницу. Это уже 3-е мероприятие в рамках проекта «История успеха». В первый раз студенты колледжа сервиса и быта встретились с Маратом Азиевым, руководителем реабилитационного центра для людей с различными видами зависимости «Шанс». Во второй же услышали историю мастера спорта по армрестлингу Мусы Тибоева. Они доказали, что нет никаких ограничений при желании. Можно преодолеть недуг, при желании можно добиться больших успехов. И не только не требовать к себе внимания повышенного или просить помощи, а наоборот оказывать ее другим. Встречи с успешными людьми могут стать мощным стимулом для личностного и профессионального развития студентов. Эту цель и преследуют в Центре опережающей профподготовки. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.